Наверняка каждая из нас, девушка, мечтала проснуться, подойти к зеркалу и увидеть уже себя с идеальным макияжем и безупречной укладкой. Но это далеко не так, и многим из нас предлагается большое количество усилий для достижения того самого итогового результата. При этом производители косметики предлагают широкий ассортимент, и как в нем не растеряться. Всем привет, меня зовут Полина Долинская, это программа «Испытано на себе». Сегодня в рамках нашей программы мы приглашаем всех девушек поближе к экрану, потому что сегодня мы узнаем, какой макияж лучше делать в первой половине дня, а какой подойдет на вечерние мероприятия, какая укладка будет актуальна в этом сезоне. Так что, девушки, берите тетрадки, блокноты, ручки, записывайте, фиксируйте, ну и, конечно же, запоминайте. Сегодня мы с вами постараемся научиться быть красивыми за минимальное количество времени с минимальным количеством затрат. Испытано на себе. У многих из нас наверняка вызывает восхищение те самые люди, которых показывают по телевидению. Но дело в том, что не все телеведущие родились красивые, ухоженные и сразу гладко причесанные. В этом им помогают стилисты. А нам сегодня поможет Кристина Соколова, которая как раз-таки создает красоту на нашем телеканале. Добрый день! Здравствуйте! Вот давайте теперь научимся. У нас сегодня какой будет макияж? У нас сегодня будет весенний легкий макияж. Который подойдет и на работу, и на учебу. И который подойдет и на работу, и на свидание, да, на прогулочку, и на вечер, и на фотосессию. Он такой универсальный. Вот наша модель Валерия, она сегодня будет нашей подопытной. Я надеюсь, мы сделаем ей хороший, замечательный макияж, и вы останетесь довольны. С чего мы начинаем? Мы начинаем с очищения кожи, с увлажнения. Это самый главный этап. Насколько у нас кожа чистая, увлажненная, не обезвоженная. От этого у нас зависит, насколько долго будет тон держаться. Если у вас самый дорогой, самый люксовый тональный крем, да, самая люксовая тональная косметика, можно сказать, да, если у вас кожа неподготовленная, сухая, там, да, то она скатается или окислится. То есть, ну, в принципе, это подойдет вот сразу с утра. Ты проснулся, почистил зубы, умылся, нанес увлажняющий крем, который подходит по типу кожи, и уже можно приступить к нанесению макияжа. Тоником протирайте лицо. Можно взять такие мисты, спреи для лица есть сейчас. Это что такое? Не для чего? Это для увлажнения кожи. Очень удобно с собой таскать в сумочке, достать вот и брызгать на лицо. А вот там тушь не растечется, подводка, карандаш? Это мы делаем до макияжа. Ну, после тоже, ну, не впритык, да? Где-то отступаем сантиметров 15-20, глазки закрываем и брызгаем на все лицо. Возьмите с каким-нибудь ароматом. Ой, она еще с блесточкой? Нет, это просто. С каким-нибудь ароматом, чтобы вот то, что вы уход себе делаете с утра, это еще и для вашего настроя. Вот какой у вас будет настрой, какое настроение, такое же настроение будет у всех ваших окружающих. Мист побрызгали, и можно нанести увлажняющий крем. Я ручки почистила, это очень важно. Так, давайте я тоже начну. Ну, тогда, наверное, по половине лица начнем. Так, я увлажняющий крем нанесу. Ну, это гипоаллергенный, поэтому я его взяла. Ну, чтобы всем подходило. А вот не будет такого, допустим, девушка проснулась, уже нанесла после умывания крем, через час подошла сюда, и мы снова ей как бы увлажняющий крем. Снова. Не будет ли слоя, вот, который вот как раз таки... Если, получается, клиент, да, она у себя дома умылась, она же как бы не сразу, да, через стеночку ко мне пришла, через улицу у нас грязные, пыльные, все равно нужно все очистить и заново нанести увлажняющий крем. Ни в коем случае не наносим увлажняющий крем на, вот, если она через весь город, да, пришла, сразу. Хорошо. А вот как крем выбирать-то для лица? У нас у многих, я думаю, все равно такая есть проблема. Кто-то выбирает по запаху, кто-то по бренду, кто-то по цвету. Как выбирать правильно? Кожу нужно увлажнять постоянно. Если даже у вас она склонна к жирности, все равно нужно увлажнять. Ну, нашему азиатскому типу лица больше подходит, конечно, корейская косметика. Корейских магазинов у нас полным-полно на каждом шагу, да. Но крема нужно менять.
Увлажняющие Как часто? крема. Мгм. Ну вот как закончился, да, как закончилась баночка, все время меняете. Корейский крем там закончился, поменяли, на европейский поменяли, да, на какой-нибудь лечебный поменяли. А это для чего делается? Для того, чтобы кожа не привыкала? Да, ага. Кожа привыкнет, этот крем, например, у вас с производства снимут, да, ага. На все другое у вас будет раздражение. Сыпь будет. А вот в моменты воспринимать. смены вот этих вот линеек увлажняющих кремов не будет ли вот той же самой реакции? Если часто меняете увлажняющие средства, уходовые средства, тогда реакции не будет. Если вы пользуетесь там в течение 6 лет, потом резко поменяли, там, конечно, может. Еще такой вопрос. У нас, как я люблю говорить, мерзко-континентальный климат по сезону. Как-то надо тоже ориентироваться Да, по на сезону. крем. Да. Зимой у нас кожа очень сильно сушится, сохнет из-за батареи, из-за холода, да, поэтому зимой увлажняете максимально кожу. Летом, наоборот, жирная кожа становится, да. И тогда мы сейчас же как бы до макияжа, да, подготовка кожи к макияжу, можно нанести очень легкую сыворотку. Бывают вот эти вот алоэ такие какие-то. Ой, она тут геликой. Да, ага, очень популярная среди визажистов. Вот, распределите на кистях рук. Она легкая. Ой, она прям гибкая, очень такая. Уходовая. Ага. Сейчас мы после очищения идет этап увлажнения. кожу. Ага. Увлажняем кожу, значит, и не берем, не размазываем на лице. Взяли подушечками пальцев, пригрели. И от центра лица, вот центр лица, да, она у нас называется зона усталости. Наверное, замечали, когда вы устаете, лицо начинает немножко падать. Вот здесь вот под глазками, носогубки, да, падать. Ага, поэтому мы от центра лица, вот на центр лица нанесли, растягиваем, разглаживаем. Вот такими вот движениями от центра лица к периферии. Про шею не забываем. Возраст женщины у нас определяется по кистям рук и по шее. Поэтому все, что вот увлажняющие крема для лица, наносим не только на лицо, но и на шею, и на кисти рук тоже лучше наносить. И ждем, когда немножко впитается. Как я это пойму, что она впиталась? Ага. По ощущениям она как? По ощущениям она станет менее липкой. Чуть менее липкой. Ага, подождали немножечко, потом уже можно краситься. Давайте. Что самое первое? Вот с кожу мы подготовили, как бы, как холст наш. Что начинаем? С чего? Мы начинаем, значит, не припудриваемся. Контур лица не нужно делать. Нам нужно подготовить как чистый белый холст, как А4, да? Тональную основу подбираем. Сейчас очень популярны BB-крема, которые подстраиваются под тон кожи. А как по ним можно вот понять, что действительно этот будет под меня подстраиваться, а не наоборот настраивать все против в меня? магазине, да, нужно пробовать на кистях рук. Сейчас уже в магазинах есть все условия для клиентов. Можно все дезинфекции, ручки помыть, там есть умывальники, да, мыло. Вот всё, смотрите, допустим, я попробовать. также в магазине решила попробовать на себе. Ну, Вот. И? Сразу вот как ваши, то ваш есть тон, да, ага. край не виден. Девушки, берите на вооружение, это тоже немаловажный фактор, потому что 2010-е с вот этими белеными тоналкой и губами, они уже отошли далеко, и это уже не актуально. Сейчас более ровный тон, красивая кожа. И, конечно же, блеск в глазах. Это то, что сейчас актуально и всегда будет в моде. Наносим тональную основу. Можно наносить подушечками пальцев, можно кисточкой. Лучше наносить это кисточкой. Какая кисть из всего этого многообразия именно для нанесения тональной основы? Для тональной основы сбитая кисточка называется. Вот она есть в любом, каждом наборе. Такая достаточно плотная. То есть она и более не нанести, нос не сделать, как бы румяшки не нанести, она вот сразу поймете, что из набора сбитая кисточка вот для тональной основы. Все, то есть она вот такая вот плотненькая. Многие девушки допускают ошибку, берут Спонж, спонжик, да. сюда льют тональную основу и просто прям наносят, да, на лицо. Это грубейшая ошибка. А я еще слышала, иногда спонж специально его смачивают Да. и наносят. Смачивают, она такая набухает, этот спонжик, да, и с полувлажным спонжиком вы убираете излишки тонального крема, если вы слишком много нанесли.
То есть вообще неправильно спонж использовать или правильно использовать увлажненный мокрый? Увлажненный, только чтобы убирать излишки тонального крема, если слишком много нанесли. Если как бы, не обязательно. Хорошо. Ага, по чуть-чуть набираем тональную основу и наносим на все лицо. Я нанесу, получается, да, на свою сторону лица. На самом деле, не важно, откуда начнете, главное, не оставляйте островков там где-то вот. Оставили, да, ой, там глазик не накрасили, да. Движение у нас вбивающие. Вбивающими движениями наносим на все лицо, особое внимание уделяем вот в зоне роста волос, не оставляем линию, даже несмотря на то, что тональная основа, она подстраивается под тон. По чуть-чуть. То есть рост волос это именно основные волосы, зона бровей, Вот, да? ага. Вот прям доходим до ушей тоненьким слоем. Там, где кожа хорошая, да, все ровненько, там можно тоненьким слоем. Где уже веночки там какие-то могут быть, мелкие недоразумения, там можно поплотнее. Но движение вбивающее не растираем на кожу, а не размазываем. А как девушкам с такой проблемой именно как бы в свою жизнь привнести макияж, потому что сколько я помню, мне вот в детстве действительно говорили, то есть сначала кожу вылечи, а уже потом макияжами увлекайся. Правильно ли это? Да, косметика – это не решение проблемы. Это вот какой-то вот приятный бонус, да. Если у вас кожа проблемная, нужно сначала обратиться к косметологу, вылечить кожу. Еще я как бы заметила, что обладателям большого века у них как раз-таки к вечеру вот это вот остатки косметики как в кармашке лежат, или вот наоборот внизу вот этой складки. Как этого избежать? Это все нужно будет подправлять консилером. Консилер мы наносим только на проблемные участки, локально, точечно. Это будет у нас глаза, вот под глазками, да, носогубки вот высветлить. Действительно, при минимальных затратах, минимальное количество косметики, вот какое должно быть точно у каждой девушки, даже если она предпочитает только реснички подкрасить. Тональная основа для идеального тона. Потому что если вы глаза накрасите, да, а тональной основы у вас не будет, это будет смотреться грязно. Поэтому нужно сначала сделать холст белый. Для этого нужен BB-крем. Нужно запечатать тон белой прозрачной пудрой. Потом уже сделать коррекцию лица, румяшки, хайлайтер. Этого даже достаточно. Потому что косметичка должна быть многофункциональная. Те же румяна вы можете немножечко нанести на губы. Это будет как тинт. Как тени можно растушевать, да? Хотя бы вот Всё? получается. Да, все хорошо. Точно? На глазки, вот, На вот глазку во внутреннюю сделала часть. тебе? Да, все хорошо. Нормально. Тоненьким слоем. Начало есть. Потом у нас идет консилер. Консилер это что? Я в них путаюсь, я забываю это. Для меня это название просто. Консилер, он у нас для того, чтобы маскировать какие-то мелкие проблемные части. Зона усталости, вот под глазками высветлить, носогубки высветляем, наносим на центральную часть лица. Консилер это то, что светлая тоналка, это если так просто, да? Поплотнее тональная основа. Но и она наносится не на всю поверхность лица, а именно точечно. Там, где если у вас, допустим, есть темные круги под глазами, или вы, наоборот, хотите спрятать вот эту носогубную складку или морщины верхней части лица, то туда. Также тоненьким слоем, да? Тоненьким слоем, маленькой кисточкой. Дома это можно делать подушечками пальцев. Наносим под глазком. Также консилер, если у вас тени вот скатываются, да, на веках, можно еще нанести и на веки. Это служит как консилер, еще служит как база под тени. Под глазками вот нанесли и распределяем до ресничного контура вбивающими движениями. Если слишком много нанесли, можно подключить пальчики, но не растираем, вбиваем. Вбивающими движениями. Теперь мы спокойно.
Вроде все. Хорошо. И все, что у нас получилось, мы запечатываем белой прозрачной пудрой. Классическую пудру можно таскать с собой в сумочке, как дежурную. Там достали, носик припудрили и убрали. Да? Вот она закупоривает поры и дает наслоение на коже. Ну вот ощущение грима, да? А белая прозрачная пудра, она невесомая. Ее практически не видно на коже. Так, она только фиксирует тон. Для пудры все-таки используют кисть или же вот которые стандартные идут спонжики? А если есть спонжики, можно спонжиками, но мы будем это делать кисточкой. Для этого кисть берется мягенькая, да? Вот, видите, то есть вы как бы, друзья, можете, ой, простите, можете видеть кисть, которая предназначена для нанесения тонального слоя. Вот я сверху по ней бью, и видите, пальцы у меня не проваливаются. Кисть, которая предназначена для нанесения пудры, видите, она мягкая, то есть палец у меня проваливается, она менее плотная, и она вот такая вот невесомое ощущение создается. Набираем, значит, белую пудру помного, но излишки встряхиваем, встряхнули, и запечатывающими движениями вот полностью. Как я пойму, что все-таки в кисти осталась пудра? По ощущениям? Это будет видно. Ага. Набрали помного, но излишки встряхнули. То же самое, насколько я знаю, делается еще и с тенями. С тенями, да, с румяной, с корректирующей пудрой. Вот видите, немножко скатывается, да? Да, вижу. Значит, кожа век, она у нас немножечко склонная к жирности, да? Тени скатаются, но об этом как бы клиенту не говорите. Запечатываем пудрой. То есть мы, наоборот, эту проблему решаем, а на нее не указываем клиенту, да? Так. Нанесли, встряхнули. И тоже похлопывающими движениями, да, такими? Вот, я прям вижу те места, куда наносится пудра, то есть пропадает глянец. Она становится действительно матовая. Если мы так не сделаем, если не зафиксируем тон белой прозрачной пудрой, да, сразу на липкую кожу будем наносить румяна, да, коррекцию лица, оно у нас просто застынет пятном, и мы не сможем растушевать. Поэтому запечатывать тон нужно. И теперь у нас идет коррекция лица. И если даже у нас идеальная пропорция лица, мы, женщины, все равно найдем где-то что-то вот скрыть, да, подчеркнуть. Коррекцию лица, это значит, мы немножко подрисовываем скулки. У нас вот получился такой чистый белый холст. Нам нужно скулки подрисовать. Вот есть такой вот проемчик, да? Есть. У каждой женщины, да? Сюда ни румяна, ни коррекцию лица, темную пудру не наносим. Вот эти вот. Да? Ориентируемся по нашим косточкам. Но если даже визуально посмотреть, если мы на этот проем вот нанесем темную пудру, вот лицо вот такое будет, да, широкое. А если мы немножечко отступим от верхней точки уха сантиметров 5 и нанесем на скулки, лицо вот так вот будет чуть уже. Вот так вот, вот так мы делаем себе лицо больше. То есть с помощью корректора можно практически изменить форму лица и еще и сделать себе именно там схожесть с каким-то персонажем, как косплееры, да, это делают? Косплеи тоже, Коррекцию лица делаем темной пудрой ближе к натуральному оттенку, без никакой ржаны, без блестяшек, да, не темную пудру, вот что-нибудь вот похожий оттенок, Набираем кисточкой чуть побольше, чем от пудры. Набираем, тоже набираем помного, но излишки всегда встряхиваем и немножко запечатываем на кистях рук. От верхней точки уха отступаем сантиметров 5, и тень у нас падает от волос, то есть она вот отдельной жизнью не живет, да. Тень у нас падает от волос, мы тянемся к галочке губ, вот, запечатывающими, вбивающими движениями. Вот, пошла. То есть она идет вот так сверху вниз падает, но носогубку мы не трогаем. Если носогубку затронете, все, плюс 10 лет вам обеспечен. Смотрим через зеркало, вот у нас уже натуральная тень появилась. Но если она у нас голову повернет, пятнышко, вот это пятнышко мы растушевываем границы вниз. Заодно можно вот
подбородок немножко затемнить. Ага, подбородок затемняем так, то, что серединка кисточки у нас попадает на нашу косточку. Мгм. Тогда она и сверху, и снизу. Для Ага, чего эта часть прорабатывает. затемняется? Ну, чтобы вот подрисовать, у кого невыраженные скулы. Ага, вот, например, у вас все хорошо. Мгм. Я просто уже накрашенная Ага. пришла. Ага, и это еще не все. Ага. Еще раз набрали, излишки встряхнули, заходим в подбровную дугу и вытягиваем виски к волосам. Это идет как лифтинг-эффект. Вот у вас идет. Вот, ага. Если визуально посмотреть, то у вас должна быть буковка З. Вот троечка через зеркало. Вот так вот. Мгм. То есть вот отсюда от конца брови, потом она идет дугой к уху, потом выходит на скулу и вот сюда. Мгм. Я поняла. Ага, Троечка ага, вот так мгм. рисуется. Если, Девушки, берите на вооружение. Вот так троечка рисуется. Сюда. Если где-то что-то переборщили, кисточку берете от тональной основы или от белой пудры и смягчаете границы. Поэтому кисти важно менять. Одной кисточкой тональной основы не наносим, контур, румяна там. Ага. Вот так. Так, сейчас я должна нарисовать троечку, но тройку мы же рисуем с середины, только потом вверх, и потом вниз. Встряхнули на руке, попробовали, вроде что-то осталось. Мгм. Отлично, все хорошо. Супер. Мгм. У вас отлично получается. Наверное, вы потом будете сами собираться Сама, да, на правильно? эфиры. Нет, я буду продолжать лгать, что я ничего этого не умею. Все. И теперь нам нужны румяна. Мгм. То есть это не было румяными? Это коррекция лица темным сухим скульптором. Румяна, сейчас я отсюда достану, они у нас для свежести, молодости. Как с румянами не переборщить, чтобы было как в том мультике про Настеньку, королевна, когда они с свеклой там себе рисовали? Нужно наносить вот кисточкой, когда мы наносим, уже другую кисть взяла, да, встряхивать излишки. И когда вы наносите слегка, лучше чего-то добавить, чем слишком много переборщить и попытаться это убрать. Потом по чуть-чуть. Ага. На дневной макияж можно взять румяшки посветлее, на вечерний потемнее. От возраста цвет румян зависит как-то? От возраста, знаете, особо-таки нет. Все-таки в любом возрасте, да, хочется выглядеть молодо, свежо, а нам это помогут такие румяшки, розовые румяна. Имитируем детский румянец. Темными там румянами, да, темно-коричневыми какими-нибудь румянами. Детский румянец у нас не получится. Зона Свежести не того, получится. вот этой вот румяности у нас, она где идет? Серединочка щечек. То есть вот Вот. скулы и да. под глазкой. Это не все. Можно нанести на кончик носика, на подбородок. Это сейчас трендовый вот этот макияж Да, полностью. Также заходим в подбровную дугу и вытягиваем сюда, да? виски к волосам. Это дает в полной картинке свежесть. Если мы сюда добавим хайлайтера, так то вообще будет бомба. И мою половинку у нас. Хорошо. Я прям отчетливо вижу разницу. Если... если сейчас добавим хайлайтер, дальше у нас для проработки, у нас все под кожу мы подготовили, сейчас у нас идет проработка кожи. Завершение по проработке кожи это хайлайтер блестящий. Хайлайтер и глиттер это одно и то же? Нет, глиттер он очень крупного помола. Глиттер это больше какие-то блестяшки, они бывают вообще жидкие, кремовые, да? Это вот тот самый макияж из популярного сериала «Эйфория», да? Вот этот Да, вот. А хайлайтер это легкий блеск. Это легкий блеск. Блеск контролируете сами. Хотите, чтобы было видно из космоса, можно прям вот переборщить, да. Все равно же, получается, вы краситесь по настроению, да, себе, настроение делаете. Хайлайтер дает нам сияние кожи изнутри, молодость дает. По оттенкам для светленьких девочек чуть посветлее оттенки, для очень смугленьких потемнее идут, да? То есть очень смугленькие девочки белый оттенок не используют, и наоборот. В нашем случае в данной модели можно вот взять или розовый, или То есть они вот так вот песочный смотрятся, да, еще могут Можно, да. контактировать? Если вы смешиваете оттенки, можно добиться своего
особенного оттенка. Что хайлайтер, что румяна, что тени. Вы уже художник своей внешности. Если смешаете какие-то оттенки, получится свой оттенок. Там скажут: Полина, какой у тебя хайлайтер, тоже хочу такой. А нет, я вот смешала, да. Или можно вот понедельник, вторник, среда, четверг, там, пятница. Смешивать. Так тоже, да, можно? Набираем кисточкой чуть поменьше, излишки встряхиваем и наносим. То есть, в принципе, вот эти вот две границы, их можно стирать, да, то есть смешивать оба. Так как у нас весенний макияж, хочется добавить чуть-чуть розовинки. И наносим подбровную дугу над скулками. Под бровкой. Вот у нас сияние идет. То есть это практически тот же самый участок, который мы румянами. Ага, да. У нас идет темная линия, розовая и блестящая линия. Друг над другом. Можно еще вот по спинке носа чуть-чуть пройти. Вот я знаю, что лобик еще высветляют, и верхнюю часть вот здесь вот именно, как это называется, купидон над губой. Над губками, Эффект увеличения губ. Хайлайтер не наносим на рубцы, на морщинки не наносим, да, на какие-то прыщи. Если нанесем, мы сделаем их 3D. И у кого лоб большой, хайлайтер тоже не нужно наносить. На все лицо не наносим, только вот на какие-то выпуклые части. Вот, подбровная дуга над скулами, вот спинка носа, галочка. Вот сюда, да, получается? Над скулами. Кисточка у нас маленькая, если большую кисточку возьмем, как для коррекции лица или как для румян, у нас будет очень огромная блестящая линия, а все, что блестящее, да, оно все увеличивает, лицо увеличивает, поэтому вот маленькая кисточка, да. Еще я слышала, что вот именно на подбородок, вот сюда на серединку добавляют капельку. Это для чего делается? Какой эффект мы получаем? У кого это все зависит от пропорции лица, это все очень индивидуально. Я показала вам только основные части, которые подойдут любой девушке, да. Если подбородок длинный, да, нанесете хайлайтер, да, удлините подбородок. Если лоб там широкий, да, нанесете там хайлайтер, вы его тоже визуально сделаете большим. Поэтому у кого совсем маленькое лицо, там можно наносить на подбородок. Но на все лицо не надо, нам этого достаточно. Тут, если мы нанесем и на лоб, и на подбородок, мы сделаем модель макияжа, не весенний макияж, а оладушек. Оладьи. Оладьи. Блестящий. Хайлайтер еще наносим во внутренние уголки глаз. Вот это для чего? Дает вот сияющие глазки, улыбающиеся. Внутренняя часть глаз у нас всегда светлые. Мне еще говорили, что как раз-таки из-за того, что делаешь вот на окончание бровки, блеску добавляешь и потом вот сюда в капельку вот эту вот на глазки, когда добавляешь, это идет эффект отражения и увеличения века. Так? Да, конечно, это тоже, да, визуал. Все, что блестящее, светлое, оно у нас увеличивает. И глаза тоже вот он. Вот так увеличивает. Ага, хорошо? Ага. Проработку кожи мы сделали, сейчас у нас идут брови. То есть правильно, очищение, увлажнение, подготовка холста для рисования, да? Просто у некоторых я видела, что кто-то сначала делает брови, кто-то делает макияж, и уже потом, в конце, они наносят тональную основу, выравнивают лицо, потому что, говорят, там, тени где-то осыпаются, реснички там где-то осыпаются именно с тушью. Есть какая-то четкая последовательность или тут уже на выбор визажиста индивидуально каждого? Да, это все-таки идет как выбор визажиста, и во-вторых, если очень яркий макияж глаз, сильно там черные смоки, вот если вы используете какие-то блески, вот эти вот глиттеры, да, они будут осыпаться, да, тогда лучше сначала глаза, если слишком яркий макияж глаз делаете. Если легкий весенний, дневной, можно вот сразу с проработку тона начать, брови, глаза, губы. Что у нас следующее? Берем карандаш и сначала расчесываем. Какие брови нынче в тренде? Мы отошли от этих ужасных ниточек. Да? Ниточек, да, ага. Ну, кто-то до сих пор, да, носит эти ниточки, кто-то привыкает, да. Сейчас больше популярны классические брови. Классические или корейские сейчас очень популярны. Корейские это прямые.
прямые брови. То есть они без изгиба, вот эти, которые... Поэтому совет для девушек сразу прям яркие контурные брови себе, ну, не делайте, мода все равно меняется. Можно вот как у модели легкое такое напыление у нее есть. Как бы четких границ у нее нету. Можно трансформировать, можно сделать ей прямые брови, там, хоть орлиные, под любой образ подойдет. Карандашом, так, по цвету волос, значит, не ориентируемся. Начинаем с нижней кромки роста волос, да? Да, ага, подчеркиваем бровки, ага, и хочется их чуть-чуть вот удлинить. Как-то длина брови, она влияет на форму лица? На форму лица, да, влияет. И от макияжа глаз тоже зависит. Есть у вас очень большие глаза мы сделаем, да, яркие, смоки, там что-нибудь такое. Маленькие бровки там не подойдут, да. Как бы, чем шире глаза, тем как бы брови должны соответствовать. Начало бровей, она у нас всегда самая светлая, а вот кончик уже потемнее. Поэтому кончик можно смело закрасить. Как сильно надо давить на карандаш? Потому что у меня большая проблема есть. Я как брови сама себе нарисую, так у меня спрашивают, какая погода в Азербайджане. Хотя я вроде бы тоже слегка их трогаю, буквально еле касаюсь кончиком. Может быть, карандаш не подходит. Более такой вот суховатый, такой жесткий карандаш подойдет. Ну, я думаю, многие сейчас обратили внимание, что мы работаем с большими профессиональными палетками. Вот девушкам, которые растеряются наверняка, как я, придя в магазин косметики, увидят их, какие цвета выбирать, какой мне подходит. Ну и тем более, допустим, в ту же самую в дорогу, если ехать, то выгоднее будет взять, вот есть палетки с 4 цветов. Как выбрать универсальную из этих 4, что конкретно к чему подходит, для чего используется? Вот это расшоу, да? Это для хайлайтера, да, кисточку не... Ну, вот можно взять вот эту вот, В каждой палетке есть светлые тени и темные тени. Светлые вы наносите. Можно, чтобы в вашей палетке должны быть несколько светлых и несколько темных оттенков. Так вы можете сделать несколько То есть образов. отсюда мы начинаем светлый, более темный и темных концов. Да. Вот так идет, да? Что мы можем взять и будет универсально заменять нам 2 средства? Ой. Если, допустим, вот мы берем ту же самую палетку из малого количества цветов, да, вот как здесь представлено, их 9. Допустим, какие-то мы будем использовать только как тени, какими-то мы более темными, допустим, мы подрисуем, углубим цвет бровки и какие-то вот эти светлые можно использовать как хайлайтер. Как хайлайтер, да. Да, можно, кстати, да, использовать палетку теней, ну, более универсальной, да, и для румян как бы, но блестящие вот эти вот тени, они для бровей, например, не подойдут, да, там вот рыжие которые брови. вот с перламутром над этим, да? Лучше взять что-то и матовое, тени, да? и тени, и коррекцию лица, и румяна. И визажисты сразу тоже с собой. 8924. Нам нужно обрамление, подводка нужна. Возьмем самый безобидный вариант, карандаш. Но все думают, что подводка, это значит, она обязательно должна быть черная, да? Не обязательно. Она может быть коричневая. Сейчас очень популярный оттенок, фиолетовый оттенок. Вниз посмотрим. Не тоненько прокрашиваем вот по ресничному контуру водостойким карандашом. Прям можно вот всю. Все-таки вот эта подводка, она какую роль исполняет? Именно изменение формы или подчеркивание линии ресниц? Она как рамочка. Рамка для ваших глаз. Кончик лучше, чтобы всегда хвостик был тоненький, не да? квадратный. Ой-ой-ой. Вот примерно как здесь. Глазки закрываем. Так, начинаем с середины века. Можете вот с кончика, с внешнего уголка вот так вот, вот бровь вот так вот приподнимаем. Это тени. странно. Тени аккуратненько. Так, а тут же полностью, да? Да, очень тонко по ресничному контуру. Состояние нормальное. У меня что-то хвостик не получается. Хвостик просто слегка. Нужно полностью, вот кисточкой, да. Вообще вот сфера, да, это
макияжа, она такая обширная, столько много нюансов, об этом можно говорить вечно. Так, ага. По-моему, похоже. Да, очень похоже. Мгм. Только, наверное, хвостик надо чуть-чуть приподнять. Мгм. Вот туда. Мгм. Так, ребят, ага. Мгм. И завершающий этап у нас блеск для губ. Все-таки блеск или помада? Что более универсальное такое? Или это все-таки сезонное и по моде? Это уже зависит от ваших предпочтений. Ага. Но ваши косметички желательно, чтобы были и блески, и матовые помады, и карандаши. Мгм. Ну, все должно быть. Мгм. Так, блеск для С губ. чего мы начинаем? То есть у нас многие женщины берут вот так намазали Ага. и все. Немножко приоткрываем рот. Ага. Начинаем наносить на середину губ. Наносим на середину губ и распределяем. Блеск сейчас, вот если у нас модель на улицу, например, на прогулку, да, допустим, она у нас собирается. Ага. Воздух у нас, ну, ветер, да, все пересушивает. Ага. Если еще и она волосы нанесет, приклеются. волосы нужно будет убрать, тогда ничего не Тогда не приклеится. приклеится, да? Ага, мгм. Ну, сейчас весеннее время, на прогулку лучше блеска для губ, ага, чтобы губы не пересушивались на ветру. Летом лучше наносить, ну, если вы идете на какое-то мероприятие, то, конечно, там придется, да, как бы накраситься, да, выглядеть Боже, как соответствующе. красиво. Да, ага, такой весенний легкий макияж, но без волос у нас незавершенный, да, такой вариант. Ага. Ага. Главное, чтобы волосы были чистенькие, аккуратные. Ля-ля, получается. Все. Теперь можно и на работу, а после работы встретиться с друзьями, а после встречи еще и пойти на свидание. Ага, хорошо. Мгм. Все, с моделью Вот у у нас нас с Валерией закончено, да, она может теперь отправляться украшать собой мир, да? Вот теперь давайте как стилист, визажист развеем стереотипы, что происходит в дальнейшем с кистями. Ага, кисточки нужно очистить обязательно для каждого. Это каждой тоже девушке тоже подойдет. Конечно, да. То, что вы используете для себя, вы можете это только если себя красите, то можно просто протереть кисточки влажными салфетками. Но от тонального крема лучше помыть сразу хозяйственным мылом. Прям вот, ага, помыть, иначе, ну, тут тональная основа, тут все соберется, да, ага, ну и бактерии тут размножатся, да. А для визажистов лучше взять или спрей для очищения кистей, или есть такие салфетки. Ага. Вот, они сразу, они специальные вот Как для это чистки кисточек. выглядит? И начиная Приятно от пахнет. светлых, от светлых кисточек, да, от светлых теней, немножко втирающими движениями. Ой, друзья, вы Да, прям можете сразу. видеть, вот только протерли, и она уже светленькая. Вам понравилось, да? Я смотрю. Что, еще, да, есть что Ага, если помыть? захотите сменить профессию, Приходите чистить кисточки, да? У Все. вас отлично получается. Ну что, друзья, девушки дорогие, вы видели, в принципе, мы представили вам вариант легкого макияжа, который подойдет, во-первых, на нынешнюю весну, оно подсвежит ваш образ после долгой зимней спячки, ну и, конечно же, добавит ярких весенних цветущих красок. Но самое главное, не забывайте, перед тем, как выходить из дома, ни макияж, ни одежда решает, а именно ваш настрой. Так что улыбайтесь миру, улыбайтесь прохожим и улыбайтесь своему отражению в зеркале. Всем пока! Испытано на себе.